Делайте так, как мы делали. Вот завершился чемпионат России, как он прошел для тебя? Очень хорошо, я чувствовала себя тоже очень в форме, поэтому у меня получилось выиграть, я этому очень рада. Мы подошли к этому турниру правильно, я считаю. Так, а вот кто из соперниц было больше сложнее? Самое сложное для меня психологически была первая схватка и финальная. С Украиной раньше встречалась на первенстве России, да, до 18 лет? Да, до 18, там мы встретились впервые, но потом мы постоянно с ней боролись. До 21 года тоже в 1/4 финала, кажется, или в полуфинале победил, кажется. За бронзу. Да. Я и проиграла тогда. Не, победила, кажется, еще. Это второй раз, потом я победила. Ну, мы раз с ней 6-7, наверное, встречались. А какой счет между вами? Я ей 2 раза проигрывала. Я выиграла раза 4. Вот 48 килограмм сложно тебе дается вообще? Вес сделать? Да. Нет, я привыкла, я знаю, контролирую все. И знаю, за сколько надо начать делать вес, чтобы подойти к взвешиванию хорошо. Кушаю по самочувствию. Я просто знаю свое тело, свой организм. Если я столько поем, столько там уйдет. Вот так. Не хочешь 52 перейти? Нет. Скорее, например, просто не хочешь? Просто 48 для меня самый оптимальный, комфортный вес, я думаю. Потому что 48 с некоторыми мне тяжело физически. Я отстаю физически, а 52 там еще сильнее, поэтому я не планирую. Так, а вот раньше успехи какие были на первенстве России? На первенствах или на чемпионате? На первенствах раньше, до 18 лет, среди юниоров. Я, получается, впервые в 2017 году среди кадетов стала второй, потом по юниорам выиграла 2 раза, до 23 2 раза была третья и 1 раз второй. А международные старты были тебе? Международных по... Владивосток, кажется, был, да? Только вот по кадетам, да, успела. Это там, где тебя Путин награждал? Да. А вот по юниорам, когда я выиграла в году, там пандемия началась. А потом, сами знаете. Дальше куда хочешь поехать? На чемпионат мира или Европы? В планах? В планах, да. Хочешь поехать? Я надеюсь, что все будет хорошо и получится поехать сначала на мир, потом дальше. То есть на Европу, на мир, все постепенно. Но сейчас сложно, А вот чью школу считаешь одной из самых сильных в своем весе? Именно 48 килограмм. Очень хорошие девочки из Питера. Их много, несколько. Московская, да, ЦФО, Москва. Много девочек. А зарубежные страны? Зарубежные? Да. В Европе, я думаю, это немки, азербайджанки. Там каждая, испанка, каждая очень сильная. А в мире? В мире, японки. Монголия еще много. Вообще там слабых почти нету. Хорошо. А вот вообще как ты пришла в дзюдо? Я увидела по телевизору повтор Олимпиады. Мне очень понравилось. Броски, кимоно. Я просила папу, чтобы он меня сделал. А вот твой папа, кажется, очень поддерживает. Александр, кажется, да? Да. Сильно поддерживает, как выезжает там сюда. Да, он почти на все важных стартах всегда приезжает. Поддержка мне очень приятно. Это помогает мне. Что-то хотел спросить, забыл.
вообще. Училище Олимпийского резерва училась, как там было, кто тренировал, кто первый тренер, кто потом второй Мой первый тренер Данила Мария Прокопьевна, второй, ну, потом уже я вот Давнедожу Гамбадожу перешла, получается, в 2016-м. В Уорне пришла и начала тренироваться у него. И сейчас я тренируюсь у Никифорова Марьяна Владимировна. Она вот тоже боролась. Чемпионка России. Да. Ну, получается, первая медаль, 48 килограмм, золотая медаль. 48 килограмм принесла, да? Так, и сейчас проходите сборы, ну, как бы, готовитесь в Свердловской области, да? Тренируемся, да, в Екатеринбурге. Тренируемся, живем в Екатеринбурге и уже 3-й год. Там и все, тренируемся. А как там условия для тебя? Мне очень нравится там. Я считаю, что это лучшие условия в России. И все там предусмотрено? Там, да, жилье, питание, медицина, зал, там тренажерный зал, бассейн, все, что нужно, чтобы показывать хорошие результаты. Вот у вас команда, получается, да? Ты, Аина, Карина, Да. Саина, Надежда. Как? Оля, Полина, все. Вот в чем секрет вот успеха их, всей команды этой? Сплоченность, поддержка. Ну, тренер, наверное. Ну, конечно, безусловно, тренер. Ну, командная работа все равно присутствует. А в партере, получается, спарринги стоишь с Кариной, получается, да? Да. И какой прием самый твой любимый? Коронный? Да. Вот, мне очень нравится подхват. И обратная спина, плечо с колен. Плотную борьбу тоже. Но пока на соревнованиях не получалось ничего сделать. Хорошо. Вот ты поступила учиться в СФУ, да? На кого учишься сейчас? Физическая культура. Тренер. Тренер. То есть в будущем хочешь стать тренером? Или... Ну, не хочу. Как пойдет? Ну, не очень горю желанием быть тренером, но может со временем мне понравится. Может вообще в другую деятельность. Вот в Якутске строится спортзал для дзюдо специальный, да? И как думаешь, какой эффект он даст? Я надеюсь, что очень много детей начнет заниматься и будут больше соревнований, больше выездов, и надеюсь, что будет очень много хороших спортсменов появится. Качество медали, конечно, как говорится, уже говорили, да, что когда золото есть, все довольны. Все, кто ее по-настоящему поддерживает, болеет, переживает, мы все очень рады, очень счастливы, что все вот так завершилось. Но мы же понимаем, что это тоже, как сказать, не конечный пункт, это всего лишь этап. Поэтому для 23-го года, тем более, когда мы имеем очень мало международных выездов, этим медалями мы должны быть очень-очень довольны. Плюс мы еще не забываем, что если мы до этого приносили по одной медали с чемпионатов России, вот на сегодняшний, то есть на Кемеровском чемпионате России мы завоевали уже 2 медали. Наша Надежда Татарченко завоевала бронзу, мы за нее тоже очень рады, потому что ее медаль на самом деле даже где-то дороже золота, учитывая, что она была после травмы и мало было времени восстановиться, но тем не менее, то есть мы очень довольны ее бронзой. Так, а вот если рассказать вот путь Аины, как нашли ее, как начали тренироваться? Нет, ну, если я скажу, как бы я ее не искал, то тоже будет, ну, как называется, правильно сказать, они меня сами нашли, да, это ее папа и она сама. Первоначально, конечно, они занимались в детской юношеской спортивной школе у тренера Марии Петровны Даниловой.
Затем, спустя 2-3 года, думаю, когда она уже окрепла, да, она начала с нами уже выезжать на выездные тренировочные сборы. Уже там, конечно, в команде были ребята намного старше ее. Ну, она, я так наблюдал, она так быстро втянулась, она потому что очень быстро обучаемая, целеустремленная и такая была, ну, хваткая, да, и быстро обучаемая, поэтому она вошла в нашу семью, в мою семью. Это, моя семья — это вот училище Олимпийского резерва и наши воспитанники, ребята, которые тренируются. Поэтому очень, так сказать, все-таки началось очень быстро. Это был 18-й год, минус 5 лет. И как раз, как-то по иронии, эта финальная встреча была как раз с Юлией Семиколеновой, москвичкой. Спустя 5 лет уже снова финал, снова с ней. И ну, теперь уже высота была взята нами, да, потому что ну, чемпионат России и чемпионство. Поэтому я еще напоминал, говорю, помнишь, говорю, ты как плакала после финальной схватки, когда вот было поражение досадное, там очень, потому что близка была золото, но не получилось. Я говорил, успокаивал ее и говорил, что все впереди, да, что не стоит расстраиваться. Это сегодня поражение, а завтра обязательно будет победа. И вот ждали 5 лет, да, когда мы встретимся в главном финале чемпионата и победили. Поэтому приятно, конечно, что вот так вот, то есть мы не сдаемся, а идем дальше, растем. Так, вот Аина сейчас только 21 год, и какие перспективы, вот, Олимпийские игры, там, чемпионаты мира? Ну, смотрите, у нас сейчас лидер, безусловный лидер весовой категории 48 грамм, это Сабина Гилязова. Сабина Гилязова, представительница Челябинской области, вот, и она уже в рейтинге там высоко сидит международно, поэтому я думаю, что если команда отберется на Олимпиаду, приедет, да, команда России, тогда я думаю, что ну, 99%, что она и выступит на Олимпийских играх. А вот через 5 лет игры в Лос-Анджелесе, да, и, конечно, хочется, чтобы мы отобрались, прошли все эти отборочные этапы и поехали туда заслуженно. Ну, это, конечно, путь будет очень тяжелый, трудоемкий, но будем стремиться, по крайней мере, мы готовы пройти это. Допустим, базовое положение, да, я спокоен, ну вот я в захвате стою, при этом как бы готов, потому что зайдет, ну, нулевая позиция, да, и позиция, когда перед бросковой, получается, там буквально щелчок и будет бросок. Вот сейчас, давай сейчас заходи, остановись. Тут, видите, вот важно, чтобы вот, я сейчас не подыгрываю, она мне вытягивает за счет того, что напрягает руки. Вот. Если вы будете вот так вот каждый раз, заходи сейчас, заходи еще. Видно, вот, важный момент, ребята, да. И это мы сейчас просто сегодня же рассматриваем Учимата, поэтому я говорю, что для Учимата эта позиция, да, и сейчас делай бросок сам. Ну, Учимата, да, просто на месте. Ладно, это мы потом хорошо сейчас покажем. Нам нужно донести важно, что когда хороший партнер, укой, и когда вы каждый раз, ну, не просто вот так вот, знаете, вот некоторые бывают там, вот такое вот, да, это совсем уже, ну, не то, а задача же какая получается, вот вы поставили, вот видно, вот, и вторая нога, допустим. Когда вы это будете нарабатывать, потом уже дальше, конечно, на этом движении вы уже делаете 99% от броска. То есть примерно там почти там 30 килограмм разница, но если она нормально его ловит, бросок, вот мы идем, да, вот. То есть тяжело было мне бросить, потому что она уже выработала вот это чувство ритма, да, и когда. А может быть другая ситуация. Может быть такая ситуация, что соперники одинаково стойки. Право. Да, и тут нужно уже думать, да, и как вот ты сейчас, допустим, ты можешь сюда или как-то, или на себя там. Вот оно, вот. И бросок сам. Еще раз, допустим, может, вот смотрите. Право направо. Вот в этой стойке бывает, вот смотрите, если я буду в этой стойке как привык делать так, это не получится. Это что-то такое фантастическое, да, получается?
мы ищем что? Вот сейчас Арина как раз делает. Когда вот на положении, задача ее сделать так, чтобы соперник стало ей удобно, да, максимально фронтально. И вот у него движение разное. Вот он, стоп. Видно? Поменялся. Теперь уже мах пойдет. Вот и бросает. Давай сейчас еще раз. Вот если бы вот этот же бросок сейчас такой в одинаковой условии, как бы волосы больше полноценно. Нет, я имею в виду вот этим, да, вот и бросок. Вот видно? Ну, это все как бы 1 раз, 10 раз, 100 раз мало, даже 1000 мало, да, нужно его нарабатывать, 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 и желательно на разных соперниках, потому что у каждого свой ритм. 10-й контроль, да? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Несмотря на то, что я ее тяжелее, на 30 точно килограмм тяжелее. И задача, ну, как, я, конечно, сейчас не заставляю, чтобы вы сегодня так же начали делать, как она делает, да? Но хотя бы немножко вот уловили суть, что такое вот эта хорошая вытяжка, контроль. Вот видели опорная нога в каком положении? Что она устойчиво стоит, она не болтается, вот как, знаете, вот ветер шелестит, и вы там, вас туда-сюда болтает, а вы держите прямо опору хорошо. Основные 4 направления, правильно? Либо вы потащите человека за собой, вот как сейчас, да, вот повтори, пожалуйста. Она когда поведет, движение, да, и движение. Это естественная ситуация, которая может быть, правильно? Да, вы повели и подходите. Вот то, что я вначале говорил, помните, это волна. Попробуем медленно показать. Вот если бы она повела за собой, да, и вот приходит за счет этого движения энергия, сила, да, и она бросает. Даже медленно. Медленно делать это очень сложно. Потом, допустим, ситуация может быть такая, что вот особенно это часто бывает, вот сделайте, это на краю татами, да? Вот рабочая зона, допустим, вот это вот ваша, ну, желтая зона, представим, что это рабочая зона. И Аина специально провокационным движением что делает? Из рабочей зоны выдавливает соперника. Ну, сейчас он, конечно, настоящий соперник, он, ну, образно, да, вот как раз в синем кимоно идеально, вот белое кимоно, синее. Она его назад выдавливает, и вот нужная. Это было очень быстро, мы не увидели этого в жизни. Сейчас медленно, вот смотрите, ребят, вы понимаете, да, что сейчас по новым правилам, допустим, еще немножко добавить движение ногами, да, вот, и в этой ситуации, вот сейчас, если они начинают делать, если Артур без сопротивления просто за ковер уходит, вот, мате, кому достанется желтая карта? За пассив, правильно, что он ушел? То есть Аина просчитывает, говорит, так, сейчас я возьму его, спровоцирую, мне нужна сила, чтобы он мне помог бросить. Она берет, подвела, допустим, может быть угол даже, да, вот он, вот угол. Вот она, вот движение, и приходит. И получается, что? Помогает сам соперник себя бросить. Это вот, то есть мы показали 2 вперед и назад, да, сейчас давайте вот в эту сторону представим, что Артур у нас мечта, да, вот, и в эту сторону. И движение, вот, как у тебя было в последнем там, командном, да, получается, вот вы в сторону идете, да, идете, и в это время от себя вперед, и потом поймала, и шла в эту сторону. И борьба может быть так же, что, почему бы и в ту сторону не пойти? В другую сторону, допустим, борьба может, движение идет, да, в эту сторону. Одним движением, пожалуйста. Понимаете, да, моменты? Либо вы сами создаете, либо ловите, да? Все правильно. Позиция, да, похожа. Она делает попытку, чтобы удобно, раз, стоп, вот она движение. Далее идет попытка на учимату, да, стоп. Здесь тоже нет, заходи, остановись. Вот. В этот момент
тоже это микросекунды, потому что если господин в синем кимоно не среагировал, что до свидания, улетел, а нормальная, ну, у кого более-менее хорошая реакция, у него какая, он осаживается назад, да, чтобы туда не улететь. Вот, ну, вот она, вот. Может быть, это вообще легкий путь, допустим, ну, как оучигари. А сейчас заново давать комбинацию, ну, в смысле, стойка, попытка раз, вытянуть, реакция, и уходишь на соло цурикоми. Вот она, вот. Чтобы детям было понятно, вот на отработке, да, вот представим захват, да, вы даже можете вот сюда поставить, держи в заход. И представляем, что вот это как дверца. Вот, допустим, вот дверь закрыта, да, дверь закрыта. Я его открываю, открыл дверь, да, правильно? Теперь дальше что я могу сделать? Туда войти. Раз дверь, а если дверь закрыта, как я туда зайду? Я не смогу зайти. Открыл, опять про те моменты. Точка приложения сел здесь, допустим, да, вот открывать. Вы это уже опять же в процессе тренировки уже себе подберете точку, как называется, наилучшего приложения сил. Вот мне, допустим, здесь нравится, потому что локоть, да, и такое место, и вот оно вот. А это одна точка приложения сил, а это вторая. Вот смотрите, я раскрыл дверь, зашел, закрыл, оторвал. Вот. То есть именно в соде, целиком и голос, шеи, вот это важный момент. Если этого не будет, этого движения не будет. Поэтому не спеша, ребят, сейчас. Вот поставили, открыли, поставили, сели, закрыли, попробовали приподнять. Без броска. Еще демонстрация это одно, понимаем, да? А на соревнованиях сделать это уже высший пилотаж. И поэтому вам нужно что? Отрабатывать. Ну, нет, во-первых, наверное, сначала надо поставить желание, да, захотеть, полюбить этот бросок. Потом уже отрабатываете, и потом на соревнованиях бросаете. Может быть, и упадете тоже, такое тоже возможно. Ну, никто не, как говорится, ну, то есть все понимают, что мы и поражения испытываем, и победы, да, это все как бы часть нашей жизни, нормально. Хорошо? Предложение есть, как бы, или мы попробуем вот это делать. Еще раз, ребят, давайте пока вопрос. Смотрите, партнер также стоит, ну, партнер может как сделать? Все равно получается нормальное состояние соперника, это он будет в захвате стоять. А вот эту руку вы можете пока что на первоначальном этапе, пока вы только осваиваете, не на это было бы нормально, как бы 50 на 50 захват, да, соревновательный. Пока мы только учим прием, сюда поставите на другое плечо, чтобы легче было. Но положение тоже вариант, там, да, допустим, некоторые любят как вот так стоять, раз, как бы получается наоборот движение. Крестный шаг сюда, разворот, и как бы параллельно получается, ты шагнул, открыл, зашел, захлопнул, оторвал. Либо, да, получается, сразу получается этим шагом раскрыл, зашел, закрыл, поднял. Ну, конечно, это видите, то, что мы куда мы стремимся. Задача получается. Ну это какой момент дальше будет? Миллисекунды. Спасибо.